Оппозиция Таджикистана сильно напряжена. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация их очень пугает. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Визит министра внутренних дел Таджикистана Рамазана Рахимзода в Турцию был назван некоторыми таджикскими оппозиционерами, которые находятся в этой стране как беженцы, попыткой давления на оппозицию и их задержания. В МВД Таджикистана сообщили, что 22 июля Рамазан Рахимзода вылетел в Турцию, где встретился с министром внутренних дел этой страны Сулейманом Саилу. Борьба с терроризмом, экстремизмом и другими транснациональными преступлениями стала главной темой разговора двух министров. Как сообщается на сайте МВД, Рахимзода и Саилу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Эту новость подтвердили и другие СМИ. Но если турецкая сторона сделала акцент на укреплении сотрудничества в области обеспечения безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, то таджикская сторона подчеркивает важность совместной работы по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В Турции живут и работают десятки противников правительства Эмомали Рахмона, которые подозреваются таджикскими властями в терроризме и экстремизме. В частности, большинство членов запрещенной в Таджикистане организации Группа 24 укрылись именно в Турции, откуда они резко критикуют политику правительства Эмомали Рахмона в социальных сетях. Поэтому они очень напряжены. А как вы думаете, стоит ли им бояться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В сообщении МВД также говорится, что обе стороны дали конкретные поручения и указания соответствующим структурам министерств по реализации предстоящих мероприятий. Какие именно это шаги, которые необходимо осуществить, не поясняется. Сухроб Зафар, лидер запрещенной организации Группа 24, находящейся в Турции, сказал, что политика большинства стран в нынешних условиях непредсказуема, но при этом они надеются, что Турция не будет действовать как Россия и не позволит экстрадировать в Таджикистан политических активистов. Лидер группы 24 и еще несколько членов организации были задержаны в Турции по запросу правительства Таджикистана, но затем после нескольких месяцев следствия были освобождены. Теперь Сухроб Зафар говорит, что на этих переговорах, скорее всего, вновь была поднята тема их ареста и экстрадиции. Правительство Таджикистана после успешного сотрудничества в этом направлении с Россией хочет реализовать свои программы и в Турции, так как здесь день ото дня становится больше не только оппозиционеров, но увеличивается и количество таджикских трудовых мигрантов, сказал он. В 2015 году в Турции был убит Умар Али Куватов, основатель группы 24, но несмотря на это преступление, в этой стране остались десятки его сторонников, в том числе нынешний лидер этой организации. В 2014-2017 годах Турция была основным маршрутом для сотен молодых таджиков, отправляющихся на войну в Сирию и Ирак. Но затем таджикские власти начали сообщать, что Турция стала задерживать молодых таджикских боевиков ИГИЛ и передавать их Таджикистану. Но до сих пор никаких новостей об экстрадиции политических активистов не публиковалось. Хадим Рахим, молодой таджикский аналитик, говорит, что за время правления Реджепа Таyyипа Эрдогана Турция стала больше похожа на диктаторскую страну. Он отметил, что Турция при аресте и экстрадиции таджикских активистов будет прежде всего руководствоваться своими интересами. До сих пор Турция не передавала оппозиционеров в Таджикистан, но это не означает, что власти этой страны не хотят этого. Это лишь означает, что это сейчас не в их интересах. Например, если бы какой-нибудь курдский активист стал беженцем в Таджикистане или бы объявился противник Эрдогана, возможно, его бы без проблем экстрадировали, как экстрадировали в свое время активиста турецкой оппозиции из Кыргызстана в Турцию. Турция поэтому и не хочет предпринимать в этом направлении шагов без наличия равных интересов и подвергаться тем самым критике со стороны правозащитных организаций, сказал Рахим. Аналитик не исключает, что однажды у Турции возникнет равный интерес в Таджикистане, и тогда экстрадиция обязательно состоится. Турция передала Китаю десятки уйгурских беженцев. В одной из таких операций участвовал и сотрудничал также и Таджикистан. Точное количество противников таджикского правительства в Турции неизвестно, но по неофициальным данным количество таджикских мигрантов в этой стране приближается к 10 тысячам человек. Между Турцией и Таджикистаном нет визового режима, и поэтому эта страна считается местом для туризма и путешествий, а также местом работы и встреч многих таджикистанцев. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!